Федеральные силы успешно пресекают все попытки боевиков вырваться из Грозного. Сегодня стали известны подробности операции, в результате которой на выходе из города было разгромлено крупное бандформирование. Потери боевиков исчисляются сотнями. Подробнее об операции рассказал министр обороны России Игорь Сергеев, который находился в Чечне с инспекционной поездкой. Репортаж Алексея Зинзинова. Это завершающий этап военной фазы. Так определил сегодняшнюю стадию боевых действий в Чечне министр обороны Игорь Сергеев. Сегодня он побывал и в западной, и в восточной группировке, чтобы на месте оценить действия войск и вручить награды солдатам и офицерам. По словам министра, сейчас необходимо сосредоточить усилия на главных направлениях – в Аргунском ущелье и в Грозном. Настроение офицерского состава, личного состава решительное. Решительное в том плане, что необходимо завершить поставленные задачи. Поставленные задачи понимают и осознанно действуют. Вот в чем дело. Осознанно действуют. У Макарова свой театр военных действий. Он очень сложный, гористая местность. Действует успешно, с минимальными потерями, а зачастую без потерь. В Шимано обстановка несколько сложнее в связи с появившейся новой задачей уничтожения части прорвавшихся боевиков из Грозного, а на поле брани в ходе прорыва осталось 586 человек. То есть то, что держал в секрете командующий округом Виктор Германович Казанцев, она реализовалась, эта операция. И пусть западные агентства считают ее так, как они считают. Мы считаем, что операция проверена блестяще, успешно. Потери боевиков настолько сильны, что уже сегодня ощущается выполнение задач в Грозном. Войска продвигаются с утроенными темпами относительно прежнего, вчерашнего дня. И время на завершение операции, а следовательно и потерь с нашей стороны, значительно сократится. По расчетам операторов в 2-3 раза. Вот этому мы верим. Можно что-нибудь сказать о якобы ранениях у Басаева, ноги оторвало там или еще что-то? Ну, найдем, пощупаем, подтвердим или опровергнем. Сегодня же стало известно, что около 800 боевиков намерены сдаться в плен. По словам прибывшего в Чечню министра юстиции Юрия Чайки, его ведомство совместно с МВД технически готово к тому, чтобы обеспечить временную изоляцию этих людей. 4 отряда спецназа Главного управления исполнения наказания выдвигается к точке, где предполагается сдача 800 боевиков. Естественно, туда подтягивается специальная техника, я имею в виду это и автозаки, и машины специально оборудованные для перевозки, скажем так, личного состава. Естественно, мы сейчас в движении находится несколько вагонов, которые будут использоваться как изолятор временного содержания совместно с Министерством внутренних дел. Тем временем начинается обустройство воинских частей, которые будут дислоцированы в Чечне на постоянной основе. Как сообщил сегодня заместитель министра обороны Александр Косован, 2 полка в составе 42-й гвардейской мотострелковой дивизии будут стоять в Ханкале под Грозным. 1 полк в станице Калиновской и еще по 1 полку в Шали и Вытумкале на границе с Грузией. Там же будет развернут пограничный отряд. Военные говорят, что в отличие от прошлой кампании, они пришли в Чечню не на время, а навсегда. Российская армия в составе 42-й гвардейской мотострелковой дивизии в Чеченской Республике – это навсегда, на века. И никто отсюда больше не уйдет, никогда. Это 1000% гарантия. Алексей Зинзинов, Роман Перевезенцев, Валентин Завьялов, Владимир Ковалец, ОРТ, Чечня. Итак, боевики продолжают сдаваться в плен. Федеральное командование при этом выдвигает главное условие – приходить с оружием. Наш корреспондент Олег Грознецкий был свидетелем того, как военные завернули обратно большую группу боевиков, около 800 человек, которые приехали сдаваться, предварительно припрятав куда-то свое вооружение. Переговоры о сдаче боевики предпочитают вести с милиционерами Беслана Гантамирова. Репортаж съемочной группы ОРТ. Окраина Алхан-Юрта – последний блокпост наших войск. За рекой Ермоловка. Там боевики. Им надоело воевать, и они хотят сложить оружие. Вчера речь шла о 700-800
человек, что получится на самом деле, посмотрим. Утром на выезде из селения появились автобусы и машины с белыми флагами. Их досматривают бойцы из отряда чеченской милиции. Выясняется, что у первой сотни решивших сдаться боевиков всего 2 автомата и несколько пистолетов. Вряд ли это весь арсенал почти 1000-го отряда. Передовая группа сообщает командиру Беслану Гантамирову, что бандиты пришли без оружия. Многие из них с пулевыми ранениями. Возможно, решили поправить здоровье за федеральный счет. Честно говоря, фантастическая такая ситуация, если даже и поверить ей, этой версии складывается. Но боевики объясняют это тем, что пока они собирали своих раненых, хоронили своих раненых и погружались в автобусы, мол, местное население растащило их оружие. Они божатся, клянутся, что это так. Обстановка обострилась, переговоры прерваны. Боевики полевого командира Али Хаджиева, более известного в Чечне как Большой Асламбек, разворачивают машины и направляются обратно в селение. Гантамировцы занимают оборону. Со стороны села послышались выстрелы. На помощь прибыло подразделение внутренних войск. Теперь дальнейшей судьбой бандитов займутся военные. Бойцы чеченской милиции возвращаются в Алхан-Калу. Условия, выдвинутые Бесланом Гантамировым, сдаваться только с оружием. Боевиков не устроили. Олег Грознецкий, Вячеслав Тибелиус, ОРТ, Чечня. Начнем, конечно, с событий на Северном Кавказе. Сегодня военные раскрыли тайну операции, которая закончилась в селении Алхан-Кала, недалеко от чеченской столицы. Туда сумели прорваться многочисленные группы боевиков, что, впрочем, до последнего опровергалось военным командованием. Позже выяснилось, что большинство террористов уничтожены, и, видимо, это может в итоге решить исход операции в Грозном. С места событий наши фронтовые корреспонденты Сергей Гапонов и Алексей Кременецкий. Вчера и сегодня в населенном пункте Алхан-Кала шел бой. По информации федерального командования, здесь дислоцировались до 800 боевиков, прорвавшихся из разных сел. Ночью к ним пробились еще несколько десятков, сумевших вырваться из Грозного. По данным командования, этот крупный отряд должен был ударить по позициям федеральных сил и пробить коридор для выхода из Грозного оставшихся там боевиков. Но военные нанесли упреждающий удар. Действиями войск руководил командующий западным направлением генерал Шаманов. Если надо, значит, через артиллериста выйдешь на меня, я тебе артиллерию представляю. Участки по-русски. Добро? Все. Не упусти то, что есть. Уже к 15 часам сегодняшнего дня подразделения федеральных сил закончили зачистку центральной части Алхан-Калы. После столкновений с бойцами Собров и ОМОНов у элеватора и мечети группа боевиков отошли на восточную окраину села. В занятых военными центральных кварталах были обнаружены несколько десятков раненых и обессилевших боевиков. Верный признак того, что у чеченцев не осталось надежды уйти и выжить. Раньше они своих не оставляли. Вчера мы здесь. С Грозного сколько вас вышло? Сколько человек? Наш отряд? Да. 15 было, сколько осталось, не знаю. Именно твой отряд 15 человек. Да. А общим отрядом кто командовал? Без понятия. На чем вы передвигались? Ногами. А когда вот сюда заходили, какая информация была, сколько их, где они тут находятся? Ну, сказали 1,5. Нет, 500 сказали. Но оказалось намного больше. Ну, здесь вообще был бой, так сказать, был жаркий здесь. Вчера. Ну, не сказать, чтобы он был сильно жаркий, но был. Местные жители и пленные боевики подтвердили, что Шамиль Басаев, по крайней мере вчера вечером, находился в Алхан-Кале. У него оторвана нога и поврежден глаз. Возможно, его охранники еще не сумели вывести раненого чеченского генерала и будут сегодня ночью прорываться из Алхан-Калы вместе с оставшимися в живых боевиками. Но, по утверждениям российских военных, это будет сделать крайне сложно. Сергей Гапонов, Алексей Кременецкий, НТВ, Алхан-Кала. Беслан Гантамиров, командир отрядов чеченской милиции, считает, что в Грозном боеспособных сепаратистов уже практически нет. Гантамиров называет какую-то фантастическую цифру, говоря о тех боевиках, которые в последние дни покинули город. Я могу сказать, что по нашей информации, которая сегодня должна все-таки быть перепроверена, в городе Грозном осталось очень мало людей. Из Грозного в течение позавчерашнего, вчерашнего и сегодняшнего дня вышло порядка 3500 боевиков. И по нашим оценкам там мало-мальски способных оказывать серьезное сопротивление властям и войскам нет. Так или иначе, боевики пока продолжают сопротивление и наиболее ожесточенные намерены перейти к партизанской войне. Между тем, происходящее в Чечне вызывает много вопросов. Прежде всего из-за частой нестыковки фактов официальных и неофициальных, что отличает как российские источники информации, так и чеченские. Тему продолжит Сергей Морозов.
Горная Чечня после падения Грозного – это последняя база боевиков. На кадрах, которые мы получили сегодня из Аргунского ущелья, отряд Арби-Бараева, примерно 100 бойцов. Съемка велась в 100 километрах от Грозного. Российский десант сегодня был высажен севернее. Возможно, некоторые из этих бойцов участвовали в боях за Грозный и ушли оттуда до начала решающих сражений. Не исключено, что в момент съемки они выдвигались на прорыв кольца вокруг Грозного. Сегодня российские военные впервые признали, что крупные силы боевиков действительно пытались с боем уйти из города. Вероятно, это было неожиданностью для российского командования, и когда события пошли не по плану, информация о них была засекречена. Сегодня министр обороны пояснил, что это была военная хитрость. В Шимано обстановка несколько сложнее в связи с появившейся новой задачей уничтожения части прорвавшихся боевиков из Грозного, а на поле брани в ходе прорыва осталось 586 человек. То есть то, что держал в секрете командующий округом Виктор Германович Казанцев, она реализовалась, эта операция. И пусть западные агентства считают ее так, как они считают. Мы считаем, что операция проверена блестяще, успешно. Если боевики потеряли почти 600 человек, то можно только догадываться, какова была численность всего отряда. По данным западных агентств, 2000 бойцов. Не всех погибших удалось подобрать. Как сообщил Сергей Естржемский, они лежат на минных полях. Попытку выйти из окружения предпринимали боевики из группы специального назначения «Алмаз». Эта группа в свое время была создана для охраны Басаева. Есть соответствующие документы, которые доказывают, что часть этих людей также погибла при попытке выйти из окружения. В руки федеральных штурмовых отрядов попали практически все документы так называемого исламского полка, весь списочный состав полка, большое количество удостоверений личностей, прежде всего наемников. И, наконец, впервые российское командование признало, что крупные бои ведутся в районе Алхан-Калы. Там окружено до 800 боевиков. Это как раз то селение, где, согласно западным агентствам, проводили совет лидера сепаратистов. Те боевики, которым удалось уйти из оцепления, пополнят партизанскую армию в горах. Худшие времена для повстанцев наступят в середине зимы. Холод и внешняя изоляция. К весне они смогут наладить пути снабжения и устраивать крупные вылазки. Сергей Морозов, НТВ. Сегодня объявлено о завершении эпопеи с Андреем Бабицким, корреспондентом радиостанции «Свобода». Его отпускают из Чечни в Москву под подписку о невыезде. Так получилось, что весть об освобождении Бабицкого совпала с последним днем визита в Москву госсекретаря США. И в этот день госпожа Олбрайт встречалась с Владимиром Путиным. Впрочем, сообщение о том, что они обсуждали ситуацию с Бабицким, не поступало. Более подробно наш корреспондент Александр Хабаров. В московском бюро «Радио Свободы» сегодня вечером царило оживление. Находящийся в Чечне корреспондент радиостанции Владимир Долин по телефону вышел на связь с редакцией и сообщил о том, что его коллега Андрей Бабицкий, задержанный в Чечне 2 недели назад, в ближайшие дни возвращается в Москву. Сегодня в 16 часов корреспонденту «Радио Свобода» Андрею Бабицкому изменена мера пресечения. Из-под ареста он освобожден под подписку о невыезде из Москвы. Андрей Бабицкий отправлен в Гудермес, представительство правительства Российской Федерации в Чечне. Оттуда, по всей видимости, его переправят в Моздок. А из Моздока военным самолетом он будет доставлен в Москву. История с задержанием и последующим арестом Бабицкого на этом не заканчивается. Во всяком случае, до конца не ясно, как обстоит дело с обвинением, которое, как сообщалось ранее, было предъявлено журналисту 27 января. Напомню, что по официальной версии причина ареста в том, что Бабицкого подозревают в совершении уголовного преступления по статье 208, часть 2 «Участие в незаконном вооруженном формировании». Непонятно, будет ли продолжено следствие или же его каким-то образом собираются закрыть. Пока речь идет о том, что Бабицкий отпущен под подписку о невыезде. И в Москве журналисты будут встречать не только коллеги, но и адвокаты. Здесь ждут, что он сам расскажет о том, когда и что с ним случилось. Потому что информация, например, о сроках его задержания крайне противоречивая. Но непонятно, что дальше в этом процессе с прокуратурой. То есть это пока не ясно, что именно. То есть сказали, что в принципе он должен остаться в Москве. Это значит, что, наверное, дело какое-то продолжится. Каким
каким-то образом. Но надо выяснить именно какое дело, за что и в чем. Тогда мы будем еще настаивать на том, что не было никакого обвинения, особенно по этой статье по поводу того, что он якобы принимал участие в незаконном вооруженном формировании. Мы это отвергаем категорически. В любом случае, разбирательство переносится из Чечни в Москву, и сама история с задержанием и арестом журналиста теперь уже окончательно прояснится. Александр Хабаров, Валерий Шибанов, телекомпания НТВ, Москва.